Не ў класе і нават не ў працоўнай майстэрні, а ў сапраўдным швачным цаху праходзяць сёння урокі працы ў старшакласніц Малоткавіцкай школы-інтэрната. У абсталяваным па апошнім слову прафесійнай швейна-раскроенай тэхнікі памяшканні з гэтага года тут можна будзе не толькі асвоіць простыя навыкі, але і набыць першую прафесію. Швачкай другога разраду праз 1,5 года стане і старшаклассница Катя Сацута. Первого я боялась, думала, что у меня ничего не получится, но потом получилось. Если получится, то пойду швею. Разам з дзяўчынкамі з Малоткавіцкага інтэрната унікальную магчымасць асвойваць прафесію атрымалі і старшаклассніцы з суседніх вясковых школ. Цех, конечно, красивый, огромный, и тут много всяких станков, которые такие профессиональные, которых даже нет там единицы в Беларуси. Даже вот эта стекольная машина, она, ее там буквально пару штук в Беларуси. И, конечно, хорошо, и это же все опыт, и детям полезно будет потом где-то, если куда-то пойдут, там на швею учиться, работать. Пабудаваць і абсталяваць цэх з нуля каштавала каля 300 000 еўра. Падтрымку аказаў Саюз сельскіх гмін Подляскага воеводства. Я в восторге. Но я не ожидал такого очень впечатляющего результата. Но, с другой стороны, не то, что не ожидал, да, потому что я уже с директором за школой в Молотковичах и с директором Вячеславом Григорьевичем работаю уже 7 лет. Так что я знаю его возможности и знаю, что все предыдущие наши проекты, они были сделаны очень хорошо. Да? И поэтому это наше сотрудничество длится уже 7-й год, и надеюсь, что она на этом и не остановится. У нас тоже есть планы на будущее. Такого рода праекты пачалі ажыццяўляцца на базе Малоткавіцкай школы-інтэрната некалькі гадоў таму. Сёння тут ужо функцыянуе цэлы шэраг працоўных майстэрняў, у тым ліку сучасны мэблевы цэх. В первую очередь это учебная цель. Для того, чтобы девочки могли обучаться профессии швеи и после становиться на крыло в самостоятельной жизни, имея уже в стенах школы профессию. Мы можем в рамках этого цеха создавать более 4 рабочих мест для выпускниц нашей школы-интерната. В каких случаях мы берем сюда девочек? Если они оказались в сложной жизненной ситуации, не могут найти себя в жизни, не получается в них, мы приглашаем их сюда, даем рабочее место, покуда ставим на крыло, документы делаем, там выплачиваем все необходимые долги, которые успел человек молодой уже наделать в обществе. И после отправляем где-то, трудоустраиваем уже на постоянное место. Дапамагчы сваім выпускнікам па максімуму. Менавіта такая задача ставіцца на перспектыву. Тацяна Будгусаім, Софія Бережная, Александр Дьяченко. Телерадиокомпания «Брест».